Neljas vaatus pidi kohe algama, publik kogunes, sest antud oli märk. Neljas vaatus pidi kohe algama, publik kogunes, sest antud oli märk. Mind peatas enne viimast etteastet üks käharpäine mehine kolleeg ja seistes trepil kõrgemal paar astet mult küsis nii see mehine kolleeg. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Я стоял за сценой перед последним выходом и ждал своей очереди, как вдох за выдохом. А он подошел ко мне, будто бы нехотя мешкотно, и спросил меня со странной усмешкою: «Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан Бой, ты сыграл не на жизнь, а на смерть, а все живой? Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан Бой, поводили тебя на сцену, как будто бы бой?» И ответил, что было таких 4. Присматривать нам за журавлями! Зачем еще совсем просто For us and for our tragedy, here stooping to your clemency, we beg your hearing patiently. Enter a king and a queen, very lovingly. The queen embracing him, and he her. She kneels and makes show of protestation unto him. He takes her up and inclines his head upon her neck, lays him down upon a bank of flowers. She, seeing him asleep, leaves him. Anon comes in Othello, takes off his crown, kisses him, pours poison into King's ears, and exits. The queen returns, finds the king dead, and makes passionate action. The poisoner, with some 2 or 3 mutes, comes in again, seeming to lament with her. The dead body is carried away. The poisoner woos the queen with gifts. She seems to love and unwilling a while, but in the end accepts his love. His love. His love. His love. His love. His love. Tartu!
Kobla. Kolla. Kobla. Kolla. Kobla. Kolla. Kolla, 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 Дружок мой в тарту кола-кобла не мыслит жизнь свою без вобла и может он пустить на ветер 15 рубликов за вечер. Mul Tartus sõber kolla-kobla, tal aknad taga ripub vobla, mis teenib päevas 15 rubli ja ta on tasane ja tubli. Kolla, 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 kolla. Дружок мой в тарту кола-кобла и мыслит жизнь свою без вобла и может он пустить на ветер 15 рубликов за вечер. Матросом и не выходит боком его стрипня, пока он трезвый, волна под килем плещет резво, руководит театром чудо Лермонтова, славный Уда, и предлагает Уда людям лягушку с песнями от людей. Когда все выпито и света в лучах пленительного света, взметнувший занавес, как крылья является гостям Мария Замойка, а покуда ведущая актриса чудо. Муж поет Мария Кобла, не мыслит жизнь свою без воблы, и я сама могу на ветер пустить 10 каждый вечер. Затем мой друг серьезной миной кричит тубиорно тубином, и наконец-то в представление вступает удочка с креплением. Рыболовецкий полон страсти бросает Кобла за борт снасти и тут же обещает людям любую рыбину на блюде. И вот уже большую щуку сжимают поварские руки, а рыба молится слезою не разлучать с речной стезёю. Ее и голос человечий всем обещает праздник вечный. Но Кола любит только воблу, другой ее не манит облик, и щука тотчас безвозмездно глядит за борт в речную бездну. Помилуй, как же 3 желания, кричит рассерженно собранье. Кто негодует, кто хохочет, а впрочем, каждый счастье хочет. А Кола с поварской сноровкой швыряет рыб на сковородке, не дав им вымолвить ни слова. Наелись гости и готовы Протанцевать прощальный танец на Лермонтове теплым летом и палубный стирают глянец прощальным воском разогретый. Mul Tartus sõber kolla-kobla, tal aknad taga ripub vobla, mis teenib päevas 15 rubli ja ta on tasane ja tubli. Ta Lermontovi pealdab kokad madrustele maitsva roka, nad sõitvad Lermontovil veel ja puhkepäevad on neil reeded. See laeva pea on teater judo ja näitlejatest ole puudu. Madrused on head aktöörid ja kui on tarvis piletöörid. Minu sõber Coca-Cola saab kavalehe müüjaks olla. No mis siis pakub teater judo, kus näitejuht on kapten Udo. Neil naljatükk on hüppokonn, kus südipoisi laulud on. Me publikum on söötsenud ja Udo 3 kella löönud. Neist ära tõmmatakse riie ja nõudeb pesija. Marie ei peida küünalt vaba alla ja laseb selle laulu alla. Mees on vana kolla-kobla, tal aknad taga ripub vobla ja mina olen päris tubli ja teenin oma 10 rubli. Siis tuleb nummer, milles olla. Ta räägib olla või ei olla. Ta küsimuse vastab ise ja järgneb nummer õngeb ise. Ja kolla petu muusikaga. Ta viskab õnge üle parda ja seda, mida rahvas soovib, ta veesest välja võtta proovib. Sul hovi, kelle kolla püüab, ta inimesed, kelle hüüab. Mul kingid elu teemistavad, või tasub saada suured rahad. Kui kollal pole soovi mingit ja kalale saab elu kingit, siis rahva hulgast tõuseb kära. Miks kollal lasi kala ära, meil oleks olnud käsi kullas, vaid kogu rahval istmid kullas. Siis kolla püüab uued kalad, tuleb rahvale neist maiuspalad ja lõpuks tuleb õhtunaer ja kaua pöörleb laevapruvi. Tants algab Lermontovi laev.
mis lõpeb siis, kui möödub suvi. Kolla, 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 kolla. Hinge haigetele, hinge arstidele, hinge haiget. Душевно больные должны лечиться в душевной больнице. Ma ei taha hulluks minna. 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 Ja ma kardan õhtul üksi olles võõras elukohas. Kardan kellaseireid. Oo, kui suured on mu soovid. Tahan kirjutada ära ühe elunägemuse. Tulitab leegitsev taevas. Põhjatu vanadus. Kiljatus ominaks saab. Kodumaa pealinna ääremail. Seisan ja kohtun ööga. Pimedus tuleb mu sisse. Helendav pimedus. Läbipaistev pimedus. Ebamaised aiad. Lõhnavad unustatud hetki. Tuues elavaks praegu. Ja ma hüüan sind. Ja ma ütlen sulle, kes sa oled. Sa oled mu teisik. Ja ma palun. Ja ma palun. Ja ma palun. Мне страшно. И безумие мое всегда при мне. Не. Особенно в дороге. Особенно, когда чуть-чуть продрогнешь, и свет мелькнет в заснеженном окне. Не. Как пес ко мне. Не. В глубоком темном сне. Не. Спешит и ластится, и рвется на бумагу, и лакомится темной красной влагой, и гаснет свет в заснеженном окне. И я бегу из теплых душных комнат, и мне свидание назначает полночь. И мы стоим, я ощущаю кожей, как ночь у меня незваным гостем входит. Прозрачная, берет меня в тиски, освобождает болью от тоски. И запах счастья источают тени давнишних остановленных мгновений. Тиски сжимаются, но мой последний крик тебя догонит полночь, мой двойник. Suddenly, I know hope from a hand show. Он не звонит. Да и зачем звонить? Открыты двери в доме старом. А тот, кто был за ними, он в пути, с пути, чтоб сбиться. Где лежат бульвары, мчит наугад. Порвай дороги нить. Осточертевшее, как наваждение, единственное направление. На газ нажать. Не знать, не изменить. И небосвод молчит. Небосвод, свод потолка, искривленный и старый. И все слова он знает. Вперед. Пора решать. И он идет. Бульвар. Домой. К себе. Ну вот его окно. Освещено, и свет слепит глаза. И за стеклом он сам. Он ждет себя. Назад. Не повернуть, и он стучится в дверь. Я о себе. Теперь Все о себе.
О том, что мукою свело лицо, которое бог весть кем обернется, под взглядом, разрезающим стекло. Я о себе, Мы дерево одно, которое еще не проросло, и, кажется, еще само зерно. от плевел не отделено, И землю еще долго не разбудит. и вырастет не хватит рук, Я дверь свою толкаю, будь что будет. и открываю, услыхавши стук. ei anna kella. Ta ei taha anda. ja alati ei helisegi need. Mees väljub majast, minnes ära randa. Saab sinna mööda mitut puiesteed. Ning äkki, igatpidi igas mõttes nii kiiresti kui üldse võimalik. Ta tormub teedel uusi suundi võttes ja mõtleb vaid. See pole võimalik. Ning kurjalt vaikib kõrge kõlavuda. Ta muudab värvi, laes on pragusid. Mees kuuleb laused. Aeg on otsustada ja mõelda mõtteid oma jagusid. Mees läheb koju. Oma aknas valgust ta näeb ja teab, et enda leiab eest. Nüüd koputab, nii palju on tal julgust. Eks igas mehes ole veidi meest. Ma räägin endast. Mis see siia puutub? Ja mis see on, mis lakkamatult saeb? Kuid pole teada, milleks see küll muutub, kes oma näkku liiga kaua kaeb. Kuid mis see on, mis lakkamatult saeb ühist puud, mis ikka veel on seeme? Ja ootab aastaid ajuloputust. Ta on oma uksele. Teeme, mida teeme. Ma avan kohe kuulnud koputust. Hullumajas tuleks võtta kuredi järelvalvele. Psühhiaatrid, targad mehed, võtke linnud arvele. Ise pole tundnud, küll ma teavad mõelda talvele. Käskige, et sanitarid järgi lendaks parvele. Uurimiseks linnukesed toodagu ja loomad. Hiirtele ja rottidele seadke üles lõksud. Süstitagu insuliini, et neil tekiks koomad, et nad räägiks protseduuril välja omad nõksud. Kus nad teavad maale minna, kui veel laev ei leki, aga hakkab ja peab leidma varjulise toki. Rebased need kanavargad, saagu kanaravi. Särje poja vastast ravi saagu aga havi. Jälgitagu, kas ei ole jätkul skisofreeniat. Mesilastel melanhooliat, eeslil epideemiat. Mõnda muud ka uuritagu vöötidega seepra. Kas ta pole kahestunud või ehk on ta lepra? Elevantidel kas pole maania grandiosat? Hirmutunnet hirvehk põeb või paranoiat põder? Orav kas ei karda värve? Rohelist ja roosat. Hüpohondrias kas kängub känguruuse nõder? Loomaaias puub tuul ja sajab padusadu. Tuleb tormi attraktsioon, lendab linnumaja. Mr. Marrow öises ajus ütles väänlev madu. Sina roomad, rooman mina, olen halastaja. Надо бы присматривать нам за журавлями. В нашем желтом доме закрывайте ставни. Ну зачем несчастные землю оставляют? Санитарам бы слетать за безумной стаей. Всех пернатых в клетке, чтобы затихли птички. Чтобы мышки в норке, крысы в крысоловке, чтобы одни забыли летные привычки, а другие изгрызли бы беглые уловки. Вколем инсулину, чтобы впали в кому, чтоб не ветру верили, а врачу в халате. Мы лису отучим с петухом знакомиться, мы прикрутим рыжую намертво в палате. Не косит ли заяц от шизофрении? Нет ли меланхолии у пчелы на астре? Что-то нынче ястребы словно подменили, на голубку смотрит без обычной страсти. У слоненка мания, ясно, грандиоза. Лань дрожит под веткой в путах паранойи. Белка не выносит синего и розового. Осы в ипохондрию впали целым роем. Господин Марроу, ночью в зоопарке одиноко, холодно, ветер воет вольный. Медсестра вам сделает теплую припарку и укусит кобра. Быстро и не больно.
Tartu sõber Kolla Kobla. Tal akna taga ripub vobla. Mees teenib päevas 15 rubli ja ta on tasane ja tubli. Дружок мой в Тарту, Кола Кобла, не мыслит жизнь свою без коблы. Не может он пустить на веце 15 публиков за вечер. Lermontovi peada kokka, teeb madrustele maitsva roka. Nad sõitvad Lermontovil veedet ja puhkepäevad on neil reeded. На Лермонтове ходит кока, матросом не выходит боком. Его стряпня, когда он трезвый, волна под килем плещет резво. Sa karjatad pikalt ja valuga. Libisen, Ei jõua ma kedagi paluda. libisen, Su metsast sind kaevasin tookord ma juurtega, ei lastega sündinud korrata. суртega. Ты криком кричишь, я шарахаюсь. В ужасе И поздно куда-то кидаться. ja суженный, Тебя из привычного леса с корнями, я выкопал грешный. nalitsani. Sa karjatad pikalt ja valuga. Libisen, Ei jõua ma kedagi paluda. libisen, Su metsast siin kaevasin tookord ma. juurtega, Ei lastega sündinud korrata. suurtega. Ты криком кричишь, я сарахаюсь. В ужасе И поздно куда-то кидаться. я суженый, Тебе из приведенного леса с корнями, я выкопал грешный. на одичание. Seal laeva peal on teater Judo. Ei näitlejatest ole puudu. Kõik madrused on head aktöörid ja kui on tarvis piletöörid ja minu sõber Coca-Cola saab kavalehe müüjaks olla. О корабле не скажешь худо, там даже есть театр Чудо! Всегда актеры под рукою, матросы дружною гурьбою бегут обслуживать подмостки, скрипят натруженные доски. И раздает программки Кобла, хозяин камбуза и боблы. No mis siis pakub teater? Judo! Kus näitejuht on kapten Udo. Neil naljatükk on hüppav konn, kus õdipoisi laulud on. Руководит театром Чудо! Лермонтова славный Удо и предлагает Удо людям лягушку с песнями о Иди. Sind veel ei olnud. Тебя еще не было. Oli talle peegel Было только зеркальце ema käekotis. в маминой сумочке. Oli talle täpne kellaaeg Было только точное время, kokkusaamiseks. назначенное для встречи. Oli talle see arvamuste lahkumine Было только несогласие взглядов kahe õhutamata toa vahel. на пороге двух раздельных комнат, бездыханных. Me ei tundnud klaasukse sulgemise ohtu. Мы тогда не знали, как стареет воздух, становясь стеклом. Kui publikus on söögid söönud ja Udo kolmad kella löönud, eest ära
pannakse riie ja nõudepesija. Mu riiet ei peida küünalt vaka alla ja laseks selle laulu valla. Когда все выпито из света, в лучах пленительного света, взметнувший занавес, как крылья, является гостям Мария, посудомойка Абакута, ведущая актриса чуда. Mu mees on vana kolla kobra, akna taga ripub vora. Aga mina olen päris tubli ja teenin oma 10 rubli. Поет Мария, кабанем излечит свою беззлобу. Я сама могу на ветер пустить десятку каждый вечер. Длинный, совершенно белой ночью прилетят ко мне на огонь учителя бальных танцев, и каждый попросит у меня монетку на счастье. Только я не наберу и половины денег. Я тогда отошлю их к тебе в тот старый домик, где ты живешь до сих пор, я почти уверен. Пусть попросят они у тебя монетку на счастье, потому что для расплаты всегда нужны двое. Ühel valgel ööl tulevad kogu maailma tantsuõpetajad ja küsivad minult rubla. Mul pole nii palju raha. Mis sellest, et olin kord rikas. Ma saadan nad sinu juurde, sa elad ju vanas kohas. Nad lähevad, küsivad 2. Aga sina ei tunne neid ära. Tuli õhtu ja hämarus nihutas mööblit. Mu toolile kasvatas tiivata. Vaevalt jõudsin 3 lugeda, oma pilguga õhtut riivata. Juba olingi teispool seina ja ust, minnes ära ma hekke ei puutunud. Jäid maha aedligi lainetust, vastu liiva, mis raskeks muutunud. Jäin mõneks suviseks nädalaks, oma laulude ülejäägiks. Suur hein läks jala pealt madalaks ja ta lõhnas nii nagu räägiks. Mu armsam ütles su minek veel, siis ongi üks kurbus valmis. Ja ma tulin siis, kui põõsastel olid punased sõstrad valmis. Вечер настал и сменил обличье мебели. Крылья приделал к стулу, дымка трогала резные наличники, сумерки крались за кустами, сутулясь. Я сам не заметил, как очутился по другую сторону нашей изгороди. Песок хрипел, тяжелел и крошился. Это море напоминало о себе издали. Я был припеком, излишком, наростом на собственных песнях, рожденных летом. Трава вырастала, готовясь к покосу, и наклонялась вслед мне. «Еще раз уйдешь, — говорила любимая, — и будет любовь похоронена». А я воротился, шепча ее имя, к сбору красной смородины. Вечер настал и сменил обличье мебели, крылья приделал к стулу. Дымка трогала резные наличники, сумерки крались за кустами, сутулясь. Я сам не заметил, как очутился по другую сторону нашей изгороди. Песок хрипел, тяжелел и крошился. Это море напоминало о себе издали. Я был припеком, излишком, наростом на собственных песнях, рожденных летом. Трава вырастала, готовясь к покосу, и наклонялась вслед мне. «Еще раз уйдешь, — говорила любимая, — и будет любовь похоронена». А я воротился,
шепча ее имя, к сбору красной смородины. Otsi kolli, kes ei kardaks kolli, kui on kollil raha maitse suus. Raha mängib elus põhirolli. Raha, see on õnn ja armastus. Ja kõrged mõtted, see on puha mööda. Pole elu ilma rahata, söö ja maga sarve vahet süga, ega elud muud ei taha ka. Rahavõim on suur ja igavene, elu lühikene rahapikk, kel on vähe või on natukene, selle puudub helge tuule. Ma vaatan kõigi nende inimeste ja asjade peale и забываю заглядывать в себя. Природа интересная штука. Talle nagu ei läheks üldse korda, mida meie temast arvame. Kui vihma sajab, он идет для всех. Он проливается и на злого человека, и на доброго, ande rikka inimese ja teistsuguse inimese peale. Солнце светит всем людям, пимедate ja nägijate peale.
Ja meie mõtted ei loe midagi, kui välku lööb. Не имеет значения для молнии. Я смотрю на все эти вещи, на всех этих людей. See kõik on nii puhas ja süütu, et tundub, nagu oleks see lapsepõlves. Как будто все это когда-то уже было. Muidugi praegu ei ole minul lapsepõlv, aga kellelegi on see lapsepõlv. Кто-то ведь сейчас ребенок. Mina olen Eestis esimest korda. Я здесь 1948 года. Igal hommikul avan silmad ja ma võin öelda, какая удивительная местность. Siis tuleb number, millest olla teil räägib olla või ei olla. Ta küsimuse vastab ise järgmine number lõngevise. Ei olla pettumusi karda, ta viskab õnge üle parde seda, mida rahvas soovib. Ta veesest välja võtta proovib, ravi kelle korra püüab. Ta inimese keeli püüab, mul mingi elutee, mis tahab või tasuks saada suured rahad. Kui tollal pole soovi mingite kalare, saab elu kingid, siis rahva hulgas tõuseb ära. Miks olla lasi kala ära, ei oleks olnud saab kogu rahval istmid kullas, siis olla püüab uued kalad praeg rahvale, sest maiuskalad ja lõpus tuleb õhtulaev ja kaua pöörleb laeva, kuvitan salgab Lermontovi laev, mis lõpeb siis, kui möödub suvi. Затем мой друг серьезной миной кричит турбина, орнот турбина. Наконец-то представление вступает удочка с креплением. Половецкий полон страсти, бросает голос за борт Насти. Тут же обещает людям любую рыбину на блюде. И вот уже большую щуку сжимают поварские руки, а рыба молится слезою, не разлучать с речной стезей. Ее и голос человечек обещает праздник вечный. Кола любит только голову, другой его нема не помнит. И щука тотчас безвозмездно летит за борт в речную бездну. Помилуй, как же три желания, кричит рассерженно собрание. Кто негодует, кто хохочет, а впрочем каждый счастье хочет. А голос поварской сноровкой швыряет рыб на сковородке, не дав им вымолвить ни слова. Наелись гости и готовы протанцевать прощальный танец на Лермонтове теплым летом. И палубы стирают глядя прощальным воздухом разогретым. Sest antud oli märk. Neljas vaatus pidi kohe algama, publik kogunes, sest antud oli märk. Mind peatas enne viimast etteastet üks käärväine mehine kolleeg. Seistes trepil kõrgemal paar astet. Mul küsis nii see mehine kolleeg. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Я стояла за сценой перед последним выходом и ждал своей очереди, как вдох за выдохом. А он подошел ко мне, будто бы нехотя, мешкотно, и спросил меня со странной усмешкою.
illusiooni. Nüüd meenutavad mulle nad biskviiti, kust laps on närinud ja unustanud maha. Mul oli noorelt 4 illusiooni. Kord südatalvel, minnes tuppa saunast, ma aimasin, et toas on peidus varas. Ma läksin hulluks, tahtsin hüüda appi, kuid õigel ajal meenus, et ei maksa. Siis tuli suvi, igatsusest niiske. Paar maja müüdi, aga minu krunt. Mul oli noorelt 4 illusiooni. Ma eemaldun. Ja väga tolmab teel. Когда-то в детстве мне хотелось зрелищ. Теперь от них остался ломоть хлеба, надкушенный и брошенный ребенком. Когда-то в детстве мне хотелось зрелищ. Однажды посреди зимы я понял, что дом мой пуст, в него прокрались воры. И мне хотелось звать людей на помощь. Но вовремя я понял, что не нужно. Стояло лето влажное от скуки. Дома сдавали или же сносили. Когда-то в детстве мне хотелось зрелищ. Я ухожу. И вслед пылит дорога. Neljas vaatus pidi kohe algama. Publik kogunes, sest antud oli märk. Neljas vaatus pidi kohe algama. Publik kogunes, sest antud oli märk. Mind peatas enne viimast etteastet üks käharpäine mehine kolleeg. Ja seistes trepil kõrgemal paar astet, mult küsis nii see mehine kolleeg. Kui palju, Juhan poiss, sul olnud osineid? Kui palju, Juhan poiss, sul olnud osineid, kus mängukäigus surma saama pead? Neid osi peast, kas nimetada tead? Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Я стоял за сценой перед последним выходом и ждал своей очереди, как вдох за выдохом. А он подошел ко мне, будто бы нехотя, мешкотно, и спросил меня со странной усмешкой: «Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан-бой, ты сыграл не на жизнь, а на смерть, а все живой? Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан-бой, выводили тебя на сцену, как будто бы на убой?» Иногда прихожу на его могилу. Сторож и те, что стоят в воротах, смотрят всегда мне вслед. Может быть, потому что я никогда не покупаю у них ни поминальных венков, ни скорбных еловых веток. Не хочу доставлять беспокойство продающим хвою, ведь им бы пришлось идти за мной до его могилы эти несколько сотен метров и, дождавшись моего ухода, брать с могилы венок и ветки и нести их опять на продажу к белым воротам. Mõnikord käin tema haual. Valvur ja väravaseisjad vaatavad mulle alati järele. Võib-olla sellepärast, et ma ei osta ühtki pärga ega paluka oksakest. Ei taha nende müüjatele asjatut jalavaeva teha. Nad peaksid mind jälgima muidu selle hauani, aga sinna on ligi kilomeeter maad. Et siis pärast mul lahkumist hauad, pärjad ja oksakesed ära võtta ja neid uuesti valgete väravate juurde müüma minna. Я подхожу к его могиле и занимаю место в первом ряду. Там 3 ряда. Памятник в виде раковины эстрады напоминает Магдалину. Ну что это там на сцене? Это пробивается тугая зеленая щетина. Я достаю из ранца точила и арканзас, точила в деревянной раме. Бритва и так остра. Отстегиваю ремень ранца, натягиваю до предела и правлю бритву. Такова привычка. Nii ma lähen tema hauale
istun esimesse ritta. Seal on 3 pingirida, hauamonument on kõlakuja kujuline ja meenutab mandoliini, mis aga katab kaarelust põrandat. Seal kasvab tugev roheline habe. Ma võtan ranitsast habemenoa ja Arkansaskivist tahu, mis on puust raamis, aga nuga on terav niigi. Teen ranitse nahkrihma konksust lahti, hoian seda pingul ja silun noa ikka üle. Солнце светит в это время очень нежно. И отбревают травянистую щетину. И зеленая сцена эстрады становится совершенно гладкой. Иногда я стригу и живую изгородь. Но изгородь нельзя стричь слишком часто. Потому что она растет медленнее, чем щетина. Сделав, я сажусь в первом ряду. И принимаюсь слушать. Птицы поют вокруг. И никого больше нет. Никого. Никого? Никого. Никого? Никого. Никого? Никого. Никого? Никого. Я не тороплюсь. Да мне и некуда торопиться. Никому не нужно никуда торопиться. И многие уже поняли это. Päike paistab sel aastal juba päris soojalt. Tõusen siis ja ajan seda habet. Roheline kõlakoja pind saab ühtlaselt siledaks. Teinekord lõikan ka hekki. Aga hekki ei ole vaja liigiti lõigata. Tema kasvab aeglasemalt kui habe. Kui kõik on tehtud, istun uuesti esimesse ritta ja jään kuulama. Linnud laulavad ümberringi ja kedagi ei ole. Kas ei ole? 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 Ma ei kiirusta. Ja mul ei olegi kuhugi kiirustada. Mitte kellelgi ei ole kuhugi kiirustada. Kui paljud seda teavad? Neljas vaatus pidi kohe algama. Publik kogunes, sest antud oli märk. Neljas vaatus pidi kohe algama. Publik kogunes, sest antud oli märk. Mind peatas enne viimast etteastet üks käharmeine mehine kolleeg ja seistis trepil kõrgemal paar astet. Mult küsis nii see mehine kolleeg. Kui palju, Juhan poiss, sul olnud osineid? Kui palju, Juhan poiss, sul olnud osineid? Kus mängus surma saama pead? Neid osid peast. Kas nimetada tead? Ma vastasin, neid olnud 4-5. Ma vastasin, neid olnud 4-5 ja küsisin, et miks sa küsid siis? Ja küsisin, et miks sa küsid siis? Mu mees kolleeg siis silma vaatas mul ja ütles nii, et kas on ka teada sul, et kas sa ka tead, kas sina seda tead, et see ei pidanud tähendama head. Ta küsis nii, et kas on ka teada mul, ta küsis nii, et kas on teada mul, et räägitakse, see ei tõota head, kas oled kuulnud, Juhan poiss, kas tead? Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Я стоял за сценой перед последним выходом и ждал своей очереди, как вдох за выдохом. А он подошел ко мне, будто бы нехотя мешкой, и спросил меня со странной усмешкой: «Сколько ролей, скажи ко мне, Юханбой, ты сыграл не на жизнь, а на смерть, а все живой? Сколько ролей, скажи ко мне, Юханбой, выводили тебя на сцену, как будто бы на убой?» Я ответила ему, что было таких 4. Когда артисты со сцены меня на руках выносили, я сказала ему, в общем, было 4 роли. Когда меня убивали артисты в конце истории, и сам я спросила у него, к чему такие вопросы. Либо публика нас на руках несет, либо могила уносит. И сам я спросила ему, к чему такие вопросы. Либо публика на руках несет, либо могила уносит. А он ответил с усмешкой, что есть такая примета. Если на сцене умрешь, то и в жизни не взвидишь света. Если на сцене умрешь, то уже поминай, как звали, не вспомнят и не отыщут, не найдут в завалах.
enne viimast kirstu avamist, kui pillimehed olid juba 2 korda mänginud. Ta kohendas käsi kaudu lipsu, niisutas huuli ja silitas habet. Juba puudutati kaant. Ta jõudis veel käed rinnale panna. Keegi ei märganud, et nüüd oli parem käsi vasaku päev. Перед тем, как сняли крышку гроба, перед свежевырытой могилой, музыканты отыграли дважды. Он рукой чуть-чуть подправил галстук, бороду пригладил и, конечно, губы облизал. Когда же крышку тронули уже, успел он руки на груди сложить, и только сверху положил он правую, но эту мелкую неточность не заметил ни один. Кто был причастен к смерти? Lastehaiglas olles mul ei tulnud õhtul uni. Ikka olin üleval ja kuni hommikuni. Haigla oli varem olnud mingi elumaja. Olid toad ja esikud ja vannitoad, kus vaja. Minu palat oli kohe vastu vannituba. Uksetahvel aga klaasist, läbipaistvast juba. Oli aeg, kus enam polnud, kuid ei olnud veel mattiklaasi, jääklaasi, nägi läbi veel. Õhtul tehti tuled surnuks, lapsed unne jäivad. Ma jäänud piilusin, kuis õed ja tädid käivad. Vahekojas põles tuli, üldse mitte hele. Mina olin keskendunud oma ootusele ja ma nägin igal õhtul, kui tal oli mahti, kuidas õde vanni läks ja jättis ukse lahti. Siis ei teadnud, miks ta jättis. Nüüd ma tean, et liiga palav oli vannitoas, seepärast tegi nii ta. Miks? See pole tagantjärgi enam oluline. Oli vaid see vaatepilt, see vannis käigu ime, kuidas viskas kitli varna, kuidas vaatas varvast, ihu liikus, vesi tilpus ninast, käest ja karvast. Ilu igas liigutuses, kaunim luuleist filmist. Olin tummas vaimustuses arstitädi Silvist. Oligi see kogu ravi, siis sain haiglast välja. Ravi kestab, tema mõju ma ei mõelnud välja. Лежа в детской больнице, я ни разу не заснул ночью. Ночи были длинными, потом стали короче. Больница была когда-то просто жилым домом. Комната, прихожая, кухня и ванна, там, где положено. Я лежал в своей палате точно напротив ванной, а дверь в этой ванной, знаете, была стеклянной. Это потом появились матовые, словно бы изо льда, а тогда стекла были прозрачными. Как слюда. Вечером в больнице тушили свет, чтобы дети уснули. Медсестра, захлопнув журнал, поднималась со стула. В
В окне висела луна и озаряла стены, а я с замиранием ждал важнейшее из мгновений. И я получал награду. Шаги и легкие скрипы. Сестра заходила в ванную, оставив дверь приоткрытой. Зачем? Я еще не знал. Мне это тогда казалось странным. Теперь я знаю. Ей попросту становилось жарко в ванной. Почему было жарко ей, уже не имеет значения, но стоит до сих пор в глазах чудо ее омовений. Сбрасывала халат, потом цветастое платье, и щедро вода лилась, не разжимая объятий, не отпуская ее, каждой каплей приникнув, а я все смотрел, как в кино, как моментальный снимок, жадно пряча под веки, сжав их, что было силой. Звали ее Сильви. Такое вот лечение. Я вышел из больницы, я все еще здоров. Мне по ночам не спится. Neljas vaatus pidi kohe algama. Publik kogunes, sest antud oli märk. Neljas vaatus pidi kohe algama. Publik kogunes, sest antud oli märk. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака. Это было перед началом 4-го акта. Публика стала стекаться в зал, dождавшись знака. Mind peatas enne viimast etteastet üks käharpäine mehine kolleeg ja seistis trepil kõrgemal paar astet. Mult küsis nii see mehine kolleeg. Я стоял за сценой перед последним выходом и ждал своей очереди, как вдох за выдохом. А он подошел ко мне, будто бы нехотя мешкотно, и спросил меня со странной усмешкой. Kui palju, Juhan poiss, sul olnud osi neid? Kui palju, Juhan poiss, sul olnud osi neid, kus mängu käigus surma saama pead? Neid osi peast kas nimetada tead? Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан Бой, ты сыграл не на жизнь, а на смерть, а все живой? Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан Бой, выводили тебя на сцену, как будто бы на убой? Ma vastasin neid olnud 4-5 ja küsisin, et miks sa küsid siis ja küsisin, et miks sa küsid siis. Я ответил, что было таких 4, когда артисты со сцены меня на руках выносили. Я сказал, в общем, было 4 роли, когда меня убивали артисты в конце истории. И сам я спросил у него, к чему такие вопросы, либо публика нас на руках несет, либо могилу уносит. И сам я спросил, к чему такие вопросы, либо публика нас на руках несет, либо могилу уносит. Meeskolleeg siis silma vaatas mul ja ütles nii, et kas on teada sul, kas sa ka tead, kas sina seda tead, et see ei pidanud tähendama head.
Он ответил с усмешкой, что есть такая примета. Если на сцене умрешь, то и в жизни не взвидишь света. Если на сцене умрешь, то уже поминай, как звали, не вспомнят и не отыщут, и не найдут в завалах. Быть беде, Юханбой, говорил он и улыбался. Как медленно сцена шла, и занавес опускался. Мы встретились с ним глазами, когда закончилась пьеса. Мы кланялись, и на сцене обоим хватило места. Ta küsis nii, et kas on teada mul. Ta küsis nii, et kas on teada mul, et räägitakse, see ei tõota head. Kas oled kuulnud, Juhan poiss? Kas tead? Siis jätkub tükk. Ja kui kell 12:30 me kummardades näeme teineteist, siis selle ühe kummarduse sees on veel üks kummardus. Mu südames